Асет Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической обстановке и ситуации с паводком в нашей республике. Доброе утро. На сегодняшний день количество людей, у которых положительный анализ на коронавирус в республике, достиг 914. За последние сутки увеличение на 45 человек, из них 34 по городу Якутску и оставшиеся 11 по республике. Здесь нас беспокоит Намский район, где в Салбанцах у нас вот за последние несколько дней достаточно большое количество и заболевших, и контактных лиц. Сейчас на месте проводят работу медики из Якутска. Несколько человек уже вывезены рейсами санавиации в город Якутск. Проходит лечение также и в самих Намцах. Ну, в зависимости от ситуации мы будем дальше смотреть и принимать меры. В целом, конечно же, это говорит о том, что на местах, на уровне муниципальных районов надо очень серьезно вести мониторинг. И население при малейших проявлениях признаков коронавирусной инфекции, конечно же, должно обращаться в медицинские учреждения, так, а не обращаться, когда уже ситуация бывает достаточно уже сложная, так, со всеми признаками коронавирусной инфекции. Также, к сожалению, у нас за последний день скончалась 80-летняя у нас пациентка в городе Якутске. Количество жертв коронавируса в Якутии достигло 6. При этом растет количество у нас и выздоровевших. За последние сутки 31 человек выписались из больницы. Свыше 3000 анализов за день сделано и обработано. Это очень серьезная цифра. Вообще хочу сказать, что по количеству тестов на 100 тысяч населения республика твердо входит в число лидеров по Российской Федерации. Это как раз позволяет нам выявлять максимальное количество положительных анализов именно на первоначальной стадии, когда человек еще бессимптомно переносит это заболевание, и, соответственно, амбулаторное лечение помогает человеку практически безболезненно проходить эту болезнь. Я также хотел бы обратить внимание, что по Чаяндинскому месторождению у нас практически вопросы уже урегулированы. Оно у нас сегодня 5500 человек уже вывезено из Чаяндинского месторождения. По оставшимся идет работа. Были вопросы по работникам малых предприятий, но я считаю, что вот в течение сегодняшнего-завтрашнего дня окончательное решение будет найдено, и они тоже будут централизованно структурами «Газпрома» и его подрядными организациями вывезены за территорию республики. Те же из работников, находящихся на Чаяндинском месторождении, которые являются жителями Республики Саха-Якутия, они будут проходить обсервацию в городе Ленске, и часть из них уже прибыла в Ленске, и сегодня проходит обсервацию 14-дневный карантин. Что касается паводковой ситуации, то она сегодня стабильная. Ледоход на Лене уже в 100 километрах ниже поселка Сангар. Сегодня мы ожидаем выхода Алдана уже в устье. Вчера после проведенных взрывов в районе Дыгдала затор был прорван. Сегодня уже идет снижение и по Черектаю, и по Дыгдалу уровней воды. Поэтому мы здесь тоже серьезных проблем уже сегодня не видим. Сейчас особое наше внимание на наши северные реки, в первую очередь на Колыму. Там ледоход пока проходит штатно. Он уже в 100 километрах ниже поселка Зырянка. И по Зырянке уже уровни гораздо ниже критических. Вот. По Среднеколымску уже начинаются подвижки льда. Вот мы ждем, что ледоход по Среднеколымску начнется где-то на 5-6 дней раньше сроков, 22-21 мая. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке и ситуации с половодьем в регионе на 11 часов дня 19 мая. Оставайтесь с нами.
Дальневосточная ипотека под 2% для участников программы «Дальневосточный гектар». Если вы участник программы «Дальневосточный гектар», то можете взять льготную ипотеку под строительство дома. Ваш возраст и семейное положение в этом случае не будет иметь никакого значения. Условие только одно. Земельный участок должен быть оформлен для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Вид разрешенного использования земли можно поменять. В эфире программа «Актуальное интервью». Конституцией России гарантировано право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Но нередки случаи, когда это право существенно нарушается работодателем. Какую роль при этом несут правоохранительные и надзорные органы? В каких случаях работодатель несет уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда? И как работнику не допустить нарушения своих прав? Об этом поговорим с прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета прокуратуры Республики Максимом Зарубиным. Максим Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как у нас в республике обстоят дела с охраной труда и имеются ли случаи существенных нарушений конституционных гарантий граждан в этой сфере? Да, к сожалению, существенные нарушения конституционных гарантий работников имеются. Обусловлено это прежде всего территориальным и климатическими условиями нашего субъекта, поскольку на территории субъекта расположено большое количество производственных объектов, деятельность которых интегрирована в экономические процессы, да, и в этой связи во главу угла ставятся результаты производства, а не безопасность работников. Так, по данным контрольно-надзорных органов, по итогам 2019 года на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 311 случаев производственного травматизма на 128 предприятиях, из которых 19 с летальным исходом, то есть цифры достаточно большие. Расскажите, а какая ответственность предусмотрена за нарушение требований охраны труда? Ну, ответственность различная. В частности, Уголовным кодексом предусмотрена ответственность